Ежегодно на дорогах во всем мире гибнет более 270 тысяч пешеходов, что составляет 22% случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий. Большая часть ДТП, очевидно, происходит по вине водителей. Однако треть наездов на пешеходов совершается по вине самих пешеходов. В частности, в Кыргызстане виновниками ДТП являются пешеходы в 7% всех дорожно-транспортных происшествий. Самые частые причины ДТП по вине пешеходов – переход через дорогу в неустановленном месте, переход дороги на красный сигнал светофора, нахождение на проезжей части без цели ее перехода, невнимательность и отвлечение на мобильные устройства. Также не все пешеходы в полной мере осознают свои права и обязанности. Обязанности пешеходов. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине. Пешеход имеет право на жизнь и здоровье, на пользование дорогой и транспортным средством, на получение информации о состоянии дорог, на получение срочной медицинской помощи, на выяснение правомерности его задержания уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. Недавно только провели общий республиканский рейд «Пешеход». У них были очень хорошие результаты. В течение 2 дней было выявлено 5600 нарушений пешеходами. Представляете, пешеходы как нарушают? Штраф – это малое, что может повлечь несоблюдение пешеходом правил дорожного движения. В Бишкеке в 2021 году по заявлению Управления патрульной службы милиции самым распространенным дорожно-транспортным происшествием стал именно наезд на пешехода, в том числе со смертельным исходом. В ГУВДД основной проблемой халатного отношения к собственной жизни называют отсутствие надлежащего воспитания и обучения правилам дорожного движения. В школах, естественно, проводятся мероприятия. Сотрудники ГУВДД приезжают, у них есть свой план и график. Они приезжают, закрепленные сотрудники органов внутренних дел школьным учреждениям, дошкольным учреждениям. И они вместе с школьниками проводят занятия. И здесь читается лекция, примеры, показывают, как проходить дорогу, практические занятия. И кроме этого у нас в настоящее время существуют юные инспектора дорожного движения. Кроме этого, идет встреча с родительским составом. Они вместе делают маршрут движения пешеходов, школьников, дом, школа, дом. Наличие зебры, светофора, дорожных знаков не дает стопроцентную гарантию безопасности. Пешеходу нельзя забывать об элементарной внимательности, поскольку, ступая на проезжую часть, пешеход становится полноправным участником дорожного движения и несет такую же ответственность, как и водитель, в первую очередь за свою жизнь.